Апсны, Абхазия. Очень часто еда здесь начинается не на кухне, она начинается в огороде. В абхазском языке есть слово «аутра». Это двор, это хозяйство. И почти в каждом абхазском дворе, в каждом абхазском огороде можно найти что-то съедобное. И сегодня я расскажу вам про овощ, который растет здесь сам по себе, но мало кто знает, насколько он интересный. Это топинамбур. И сегодня мы с вами сделаем из него абхазское соленье, естественную ферментацию. Пойдемте посмотрим. О, вот это топинамбур. Смотрите, какой он. Не самый красивый овощ на свете. Кривой, бугристый, весь в земле. Но именно такие продукты обычно самые интересные. Внутри него белая, твердая мякоть и очень необычный вкус. Чуть сладкий, чуть ореховый. Но фишка не в этом. Фишка в его химии. Именно этим он отличается от всех корнеплодов. В картошке основной углевод – это крахмал, а в топинамбуре его почти нет. Зато есть инулин. Инулин – это длинные цепочки фруктозы, особый тип углеводов, который наш организм почти не переваривает. Но его очень любят бактерии в кишечнике. Поэтому топинамбур считается пребиотиком. Он буквально кормит нашу микрофлору. Именно поэтому его сейчас активно изучают диетологи и микробиологи. Но самое интересное начинается, когда мы добавляем ферментацию. Этого достаточно. А вообще топинамбур из Северной Америки. Его выращивали индейцы еще задолго до прихода европейцев. В Европу он попал в 16 веке и даже в какой-то момент был популярней картофеля. А на Кавказ он попал всего лишь в 19 веке. Ну и прекрасно тут прижился. Климат мягкий, растение само по себе выносливое. Именно поэтому в абхазских огородах он растет сам по себе. Когда мы делаем соленье, мы не добавляем никаких заквасок. Это молочно-кислые бактерии. Когда мы добавляем соль и убираем кислород, они начинают перерабатывать сахара. И образуется молочная кислота. Она создает кислый вкус, защищает продукт от плохих бактерий и делает овощ легче для пищеварения. В случае с топинамбуром бактерии начинают частично расщеплять инулин. Именно поэтому ферментированный топинамбур легче усваивается, чем сырой. Топинамбур мы хорошо вымыли, чистить от кожуры его не обязательно. Оно достаточно тонкое. Нарезаем ломтиками, добавили чеснок, сухой перец. Тут у нас семена фенхеля. Добавим сюда ветки сухого орегано, особая абхазская специя, которая есть у каждого в доме. Я обычно добавляю сюда еще пару веток свежей кинзы и фенхеля.
добавим самый главный ингредиент при ферментации. Это соль. Далее мы возьмем немножечко кориандра. И черного перца. А также я хочу засолить свеклу, капусту и цветную капусту. Добавим бузину. Это будет финальным штрихом в приготовлении наших солений. Ароматы нереальные. Через сутки начнут появляться пузырьки. Это означает, что бактерии начали работать. Через несколько дней появляется легкая кислинка. Аромат становится сложнее, топинамбур становится хрустящим, но вкус его становится лучше. Что, пробуем? Хруст есть, кислинка мягкая такая, и сладость присутствует. Очень интересный вкус. Такие соленья идеально подходят к мясу, к рыбе, к мамалыге. И вообще к любому абхазскому застолью. Друзья, вы знали, что в Абхазии есть еще одно прекрасное слово? Это агяма. Это вкус, который рождается из простых вещей. Именно земля, соль, вода и, самое главное, время. Это все, что нужно для того, чтобы создать что-то уникальное на своей кухне.